Всем привет, ребят! Для тех, кто меня первый раз смотрит, я представлюсь. Меня зовут Игорь. Я занимаюсь оптовыми поставками, также розничными поставками напрямую с фабрик с Китая, при этом не имея товара в наличии. Оптовые поставки я делаю по России и странам СНГ. В розницу я работаю в основном на Европу. Вот как видите сам товар, позже покажу качество. Цель этого видео: очень много в последнее время вопросов мне стало поступать как в Инстаграм, так и в ВК. Задают такие вопросы, как вообще выйти на поставщиков, как работать с Китаем дистанционно, с любой точки мира, не имея товара в наличии, как это делаю, собственно, я. Как выйти на те условия, которые есть у меня. Позже расскажу о своих условиях, те, кто не знает. Как вообще выйти на то качество, с которым ты работаешь, да? Я работаю с качеством 1.1, делаю оптовые поставки напрямую с фабрик по розничным точкам, такие как Adidas, Nike. Оригиналы тоже со мной работают. Думаете, в оригиналах продают оригинальный продукт? Нет, не всегда. Есть оригиналы, которые продают реплику. Также задают вопросы очень много по доставке, и вообще новички не знают, как начать, с чего начать, сколько вложений нужно для этого. И в этом видео я вам об этом расскажу более подробно, постараюсь более детально, чтобы вопросов почти у вас не было. Если после этого видео у вас останутся вопросы, ссылка есть в описании на мою страницу, можете написать мне, задать вопрос. Как будет время, я вам постараюсь ответить. В чем суть моего бизнеса? Вкратце расскажу всю схему работы, как работаю я. Во-первых, я не нахожусь в Китае. Во-вторых, я работаю по 100% предоплате, а это означает, что прибыль я имею сразу после того, как клиент скинул мне деньги на мой Сбер. Далее, на деньги клиента я закупаю товар, разницу, то бишь прибыль, я забираю уже сразу себе. Товар я закупаю с фабрики напрямую. Фабрика в течение 2-3 дней делает сбор груза и отправляет это все дело на склад в Гуанчжоу. Фабрика сама находится за 500 километров от Гуанчжоу. На складе в Гуанчжоу находится транспортная компания Cargo. У них там склад. Ребята весь этот груз принимают, проверяют, во-первых, его на качество, на наличие. Если нужно проверить, я им пишу: ребят, скиньте мне фото или видео. Или могу лично позвонить и по видеосвязи посмотреть сам груз на их складе. Далее ребята все это дело упаковывают, взвешивают и отправляют напрямую клиенту. Плюс еще и зарабатываю на доставке самого товара. Потому что мне дают супер цены на доставку, что позволяет мне делать накрутку, и для клиента эта цена будет не такая большая, как у конкурентов. С какой суммы можно начать работать вообще с Китаем? В принципе, здесь вложения нужны только на трафик. То есть ты приводишь клиентов, гонишь их через себя, забираешь разницу себе и отправляешь деньги в Китай. Дальше операционка в основном происходит вся там. Груз собирают, отправляют, упаковывают и снова отправляют уже до клиента. То есть все делается за тебя. С тебя только трафик и вложения в рекламу. Все. Где вообще я беру клиентов? У меня есть сайт crossberry.ru, ссылка будет в описании. Также есть страница в Инстаграме Crossberry Shop, можете тоже зайти посмотреть. Оттуда у меня идет трафик, идут клиенты. Собственно, вот и все. Поговорим о качестве. Я работаю с 2 видами качества. Вообще качество 5 видов. Я работаю с люксовым качеством и работаю с качеством 1.1. Люксовое качество — это в основном для городов, где кроссовки свыше 3-4 тысяч не продать. И 1.1 качество — это уже люди, которые продают в розницу по 5, по 6, по 7 тысяч. Вот кроссовки 1.1 качество. Модель Air Jordan 1 в коллаборации с Off-White. Telling your friends that you're really not in love with me. You can keep on fronting, but I know you like that. Why you acting like that? You can keep on fronting, but I know you like that. Why you acting like that? Because you creep on me when you're alone, and you act like you can't fall in love. Every single night you call my phone, always asking if
один качество также закупают ребята с оригинала, с Nike, с Adidas. То есть даже официалы работают, продают реплику под оригинал. Конечно, не все магазины, но со мной 2-3 магазина точно работают. Сколько здесь можно зарабатывать? На одну пару оптом я кручу 15 юаней. Это примерно 150 рублей. Минимум клиент может закупать 8 пар. Дальше одна розничная точка на постоянной основе работает. Закупает примерно 3-4 раза в месяц. Одна закупка 20-30 минимум пар. Сейчас расскажу вам, как происходит весь процесс цепочки. Сначала идут фабрики, после фабрик идут поставщики, после поставщиков идут уже рынки, они же перекупы. Поставщики работают напрямую с фабриками, в основном по лучшим условиям, за счет чего рынки у них перекупают и продают в 2-3 дорого. Как получить лучшие условия от фабрики? Первое, это либо заходить с большим кэшем, хотя бы минимум на лям закупать товар. Второе, это либо работать очень долго с Китаем, хотя бы год, тогда фабрика тебе предоставит лучшие условия. И третье, это или уметь договариваться, иметь каких-то связей и так далее. Может быть, еще есть какие-то способы, но я знаю только о 3 этих способах, поэтому вам доношу такую информацию. В Китае очень много обмана, люди врут, что напрямую работают с фабриками, хотя это не так. Очень много перекупов, всяких посредников, посредника и так далее. Вот таких цепочек создается очень много. И чтобы выйти хотя бы на поставщика, потому что у поставщика, как я уже сказал ранее, лучшие условия от фабрики, вам потребуется либо много времени, или какие-то связи, или вы можете потерять деньги, да. Очень много также обмана есть при продаже поставщиков, продают на самом деле не поставщиков, а продают просто каких-то перекупов, которые работают либо с рынками, либо с посредником поставщика. Вот так вот. Поэтому имейте в виду информацию, в принципе я вам всю рассказал, сейчас идем дальше. Так, запись пошла. Итак, ребят, всем привет еще раз. Записываю видео по 1688. Цель вообще этого видео: покажу вам сейчас, как выходить на поставщиков, на фабрики, как находить вообще почти любой товар можно найти здесь. Так, поехали. Допустим, переходим на сайт 1688, ссылочка будет в описании. Допустим, я хочу найти товар. Товар я в основном ищу по фото. Сайт вообще сам по себе на китайском, можно перевести на русский. Так, допустим, я хочу найти кроссовки. Нажимаем на фотоаппарат. Кроссовки. Выберем модель. К примеру, Easy 500. Очень популярные кроссовки сейчас. Так, в оригиналах, кстати, стоит 35 тысяч. Ну, к примеру, допустим, вы нашли свой товар, переходим к поставщику самому. Вот, вылезла страница поставщика. Вот здесь вот цены в юанях, количество, вот скольки пар и так далее. Задача: выйти на WeChat этого поставщика. WeChat — это приложение типа мессенджера WhatsApp. Вот это у них WeChat в Китае. Либо мы пишем поставщику самому, чтобы выйти на WeChat. Чтобы написать ему, мы жмем на вот этот вот смайлик. Это приложение, которое тоже нужно скачивать, Ali1 Ссылочки тоже оставлю в описании. У меня уже приложение скачано. Нажимаем на смайл, открывается Ali1, открыто приложение. На данный момент поставщик сейчас оффлайн. Пишем поставщику на английском, или на английском, или на китайском. Они общаются и на английском, и на китайском. Ну, большинство общаются на английском, китайцы, поэтому можете писать на английском. Допустим, пишем: привет.
Можете просто написать VXID, они поймут, что такое WeChat. WeChat ID они скинут. Дальше. Находим поставщика или через приложение, или также можно найти через телефон. Номер телефона может быть самим WeChat'ом поставщика, но не всегда. Бывает, они заменяют это как ник и скидывают вам, или в автоматической рассылке, к примеру, от WeChat поставщика. Как найти поставщика в WeChat, я думаю, у вас проблем не составит. Копируйте, вставляете в WeChat, есть функция контакты, найти новые контакты, вставить и найти. Если не разберетесь, можете посмотреть статьи в интернете или в YouTube посмотреть видео, как добавить пользователя в WeChat. По поставщику. Отправляйте заявку поставщику, далее вам будет доступна его страница. Изначально перед заявкой вам не будет доступна страница самого поставщика. Если не разберетесь, как добавить поставщика в WeChat, заходите в интернет или на YouTube, очень много видео, всяких полезных статей про WeChat, все есть в открытом доступе. Надеюсь, видео было для тебя полезным. Ссылочка на мою группу в описании. Подпишись, буду стараться выпускать трансляции, также новые ролики по бизнесу с Китаем. Если есть какие-то вопросы, пиши мне, постараюсь на них ответить. Всем пока!